Идея создать фестиваль студенческой песни и поэзии зародилась еще в 2003 году. Тогда студенты клубных музыкальных объединений устраивали разные концерты, но отдельного мероприятия для авторов, исполнителей бардовской песни не было. Инициатива пришла от бывшего директора Центра художественного творчества Валентины Копшиной. За 20 лет фестиваль расширил круг своих участников. Теперь здесь выступают не только студенты университета и колледжей, но и школьные объединения. 18 марта на гала-концерте выступили победители и призеры фестиваля. Всего прозвучало около 25 номеров. Выявили лучших 2 днями ранее, на предварительном прослушивании. По словам участников, оценивали строго, но справедливо, почти по-семейному. Организаторы отметили, что главным критерием стало умение правильно передать идею своего произведения. Выбор песни, насколько песня подходит человеку. Потом, мастерство, собственно, даже не столько гитарное и вокальное, сколько то, понимает ли человек, о чем он поет, что он хочет сказать людям в зале. У некоторых очень классно получается, да. Юбилей фестиваля ознаменовался появлением новой номинации «Наставник и ученик». По словам руководителя студии авторской песни «Маяк» Людмилы Размысловой, здорово оказаться среди первых номинированных. Ведь несмотря на то, что на Альма-Матер всегда душевно, тепло и открыто, новички-участники все равно волнуются. Иногда страшно выпускать ребят в первый раз одних на сцену, а когда ты имеешь возможность быть рядом с ними и поддержать, помочь в исполнении песни, это просто дает им уверенности и тебе в том, что все пройдет хорошо. Большинство ребят участвуют в мероприятии каждый год. Однако нашлись и те, для кого это был первый выход на сцену Альма-Матер. Так, например, одна из членов клуба любителей авторской песни гимназии имени Пушкина, Варвара Скребец, впервые сольно выступила на фестивале. Девушка получила специальный приз за выбор песни и точность исполнения. Я хочу петь со сцены, мне это доставляет огромное удовольствие, и это был такой акт победы над собой, над страхом. Помимо участников, постоянными остаются и зрители. Многие из них ежегодно посещают фестиваль. Они отмечают добрую, радушную атмосферу и приятную компанию близких по духу людей. Всегда отношусь ко всем участникам как к самым таким близким родным. За 5 лет они уже все такие родные, всех знаю со слов своей дочери, как-то часто ходим на концерты, и поэтому за всех болею душой, всех люблю и за всех хлопаю. После выступлений всем артистам вручили грамоты и благодарности. Организаторы надеются, что, несмотря на меняющиеся условия проведения, фестиваль еще долгие годы сможет и дальше радовать любителей авторской песни. Ангелина Макарова, Полина Холодова, Учебное телевидение СГУ.